Здравствуйте, в эфире «Актуальное интервью», и сегодняшний наш гость – это глава города Мирный Клим Нестерович Антонов. Здравствуйте, Клим Нестерович. Здравствуйте. Давайте начнем наш разговор с демографической ситуации. Расскажите, пожалуйста, какая динамика наблюдается, есть ли отток населения? По предварительным данным, за истекший год у нас убыло 153 человека, но это всего, скорее всего, связано с тем, что у нас 4 августа произошла трагедия, как все знаете, это трагедия на руднике «Мир». Но если в целом вот сравнивать за 3 года, то у нас, наоборот, идет естественная прибыль населения на 1000 человек. То есть в год в среднем рождается 500-600 человек, а умирает 320-310 человек. И наш Мирнинский район занимает 2-е место по естественному приросту в республике. 2-е место. Поэтому я считаю, что пока демографическая ситуация в городе Мирном и Мирнинском районе, она стабильная. Вот несмотря на то, что город развивается, здесь можно заметить достаточно много деревянного жилого фонда. Но, честно признаюсь, они выглядят намного лучше, чем, допустим, деревянные дома в Якутске. Но, несмотря на это, нужно людей переселять. Как вообще идет реализация этой программы? Да, вы правильно задали вопрос. Конечно, когда гости к нам приезжают, ну и мы сами уже видим, да, что столица Алмазного края не должна быть такой. Даже председатель наблюдательного совета компании «Алроса» Силуанов приезжал к нам, он говорил, разве это столица Алмазного края? Но он увидел, что там много у нас деревянных, ветхих, аварийных домов. Как я говорил, мы работаем по этой программе с 2013 года, и спасибо акционерной компании «Алроса», что они наш город поддержали в виде финансирования. Сейчас работает одна программа, это полностью финансируется с компанией «Алроса». С помощью этого вот с 2013 года мы снесли 17 деревянных аварийных и ветхих домов. Также мы с этого года включились в программу, республиканскую программу. Мы заявили туда 2 дома на переселение и потом их снос. Но вот сейчас ждем решения республиканской Минстроя от республики. И как только они нам объявят, что мы прошли конкурс, тогда мы и эти 2 дома включимся. И это 2-я программа. Ну а 3-я программа, которая должна быть федеральной, она начнется с 2019 года. Мы уже подали туда заявки. Мы полностью в прошлом году комиссионно обследовали те дома, деревянные дома, которые, вот я говорю, ветхие, аварийные. Мы их включили, эту программу, но эта программа начнется с 2019 года. По программе с финансированием компании «Алроса» мы в этом году начинаем строительство 71-квартирного жилого дома. Срок строительства его почти год, поэтому мы предполагаем его сдать во 2-м квартале следующего года. То есть мы уже готовы будем в следующем году летом еще снести 6 домов. Также из средств компании «Алроса» по финансированию этой программы мы в этом году планируем выкупать квартиры и переселять тоже туда людей. И 3-4 дома уже в этом году мы планируем уже снести. Я хочу обратиться к нашим жителям, чтобы... Вот сейчас на рынке очень много продаваемых квартир. Но все надеются, что квартиры возрастут там в цене. Я думаю, что в связи с тем, что я в начале интервью сказал, что у нас немножко отток идет, я думаю, что этот отток сохранится, потому что компания «Алроса» сокращает свои издержки. Соответственно, какие-то структуры, они как бы переходят в другую собственность, то есть из компании они уходят в дочернее общество, но здесь еще и сокращение идет тоже, потому что при уходе в дочернее общество нужно сокращать свои затраты, и те предприятия, которые выходят в дочернее общество, они тоже сокращаются. Поэтому
такой демографический, вот такое немножко убывание демографическое будет. Поэтому надеяться на то, что цены вернутся к тем прошлогодним или двухгодичной давности, ну, прогноза такого нету, поэтому надо включаться в нашу программу. То есть, если мы в этом году, как я говорил, будем покупать очень много квартир по этой программе. И людям советую, чтобы они уже включались в нашу программу, продавали квартиру, и, соответственно, наша программа тогда будет двигаться. Клим Нестерович, ну как обстоят дела в образовательных учреждениях? Ну, в первую очередь, очередность и строительство школ и детских садов, планы. Вопросы по организации образовательных и дошкольных и среднего образования, это находится в ведении районной власти. Но все-таки скажу, что если посмотреть на детские и дошкольные учреждения, то за последние годы у нас детских садов, строительство детских садов возобновилось, и, соответственно, очередь немножко спала. И в связи с вводом в декабре 2017 года, как я ранее говорил, муниципального детского садика «Семисветик» в поселке Заречный, конечно, эта очередь еще улучшится, и, соответственно, те заявки, которые приходят от наших родителей, что дети будут уже на 90% уже, наверное, устроены в детские сады. И в планах районных властей тоже строительство одного детского сада дополнительного. Это на 200 мест планируется, но это где-то в 2020 или 2022 году будет планируется построить этот детский сад. То, что касается средних образовательных школ, то здесь тоже у нас есть проблема. Из-за того, что у нас перенасыщенность детей, в основном дети учатся во вторую смену. То есть мы пока не можем исключить, чтобы дети только ходили в одну смену. Из-за того, что их больше, получается у нас вторая смена. Ну и в планах строительства тоже в районной администрации школы на 990 мест, это в 25-м квартале. Мы в этом году там производим землеустроительные работы для того, чтобы район, Мирнинский район, смог бы привязать там строительство школы. Будет финансироваться за счет средств республиканского бюджета. И эта школа тоже где-то начнется с 2020 года строительства, и в 2022 году, наверное, мы его получим. В этом году стоит задача реконструировать площадь у памятника первооткрывателям алмазной трубки «Мир». А мирнинцы выбрали первоочередным именно этот проект. Скажите, пожалуйста, почему и какие изменения там ожидаются? Конечно, всем хочется пляж, всем хочется какую-то зону такую красивую. Но если бы они выбрали какой-то другой объект из 5, который вот сейчас в данное время выбран, то, конечно, мы не в силах были бы это сделать. Это нужно заказать проект, пока проект сделают, пока мы найдем подрядчика, год закончится, и мы не могли бы сделать, не освоить эти деньги. Спасибо нашему населению, что они поняли. Хотя я и сам ездил в это воскресенье, 18 марта, и смотрел, как люди голосовали. Они говорят, нет, мы хотим вот бульвар на улице Советская, но когда им объясняют, что действительно этот объект мы не сможем это в этом году сделать, но он будет в следующем году, например, если вы выберете, потому что население же голосует по-разному, и, соответственно, мы тоже предполагали, что этот объект где-то в первых числах, в первых очередях и будет. И население у нас поддержало, многие проголосовали за памятник первооткрывателям в городском парке. Почему? Потому что на него уже есть проект. Мы уже этот проект откорректировали, смета уже находится на согласовании в городе Якутске, и, соответственно, как только это согласование приходит, мы уже сейчас выбираем подрядчика на выполнение работ. Этим самым мы как бы уверены, что в этом году деньги освоим.
А что еще планируете благоустроить в этом строительном сезоне? И вообще, что предлагают сами мирнинцы, поскольку этот год объявлен годом гражданских инициатив? Ну, как вы сказали, 2018 год я объявил в городе Мирном годом гражданских инициатив. Мы пробные проекты начали и в 2017 году. Я понял, что наши жители готовы к активному участию. И результатом этого вот в этом году жители Солдатова 4, нет, не Солдатова, по улице Солдатова и по улице Комсомольской выбрали детские площадки, которые им необходимо в этом году отреставрировать, которые уже есть, но которые необходимо улучшить. Соответственно, здесь почему? Здесь идет тоже гражданская инициатива. То есть люди сами вышли двором, их собралось больше 50% дворового населения, с двора населения, и они проголосовали, что они хотят в дворе увидеть. И не только голосование это, но и там есть условие, что 5% сметной стоимости вкладывают сами жители. Они тоже на это согласились, то есть они проявляют инициативу уже свою, то есть они вкладывают часть средств на строительство детских площадок. Вот эти две площадки уже выбраны, мы этот конкурс уже выиграли, это республиканский конкурс. И, соответственно, в этом году мы 3 бюджетами. Это бюджет республики, софинансирует город и жители города Мирного. Но также у нас по благоустройству в этом году, как я говорил в начале, в центре города асфальтировать дороги мы не будем. Мы будем только производить ямочный ремонт. У нас большой объем работ по асфальтированию. Это улица Фрунзе, Гагарина. В Заречном улице мы включили. Также мы включили в городе 3-й квартал, внутридворовые территории, проезды, где у нас люди жалуются, что очень плохо, конечно, у нас внутриквартальные проезды обустроены и дворовые территории. Мы тоже на них обращаем в этом году внимание. Клим Нестерович, действительно очень много работы. Я желаю вам и вашим коллегам удачи. И спасибо вам большое за беседу и за ваши ответы. Да, спасибо вам тоже за то, что вы освещаете нашу работу. Будем плодотворно сотрудничать. Это было актуальное интервью. Я напомню, гостем передачи стал глава города Мирный Клим Нестерович Антонов. До свидания.